Ахмед Боков – это имя, как его знаменитый роман «Сыновья Беки», знакомы не одному поколению ингушского народа, но мало кто знает, что места, где разворачивались главные сюжетные линии, может вживую увидеть любой житель или гость региона. К примеру, рядом с этой дорогой, ведущей к Гербек-юрту, происходит ключевое событие в произведении «Месть Хасана за своего отца Беки». Я описано, что Хасан царский адла Белгороде царя узужволнял, суачи нанял бися каси на арвян у суачула арвян, халсуап уратевян ачулкулада ачулкулак кечен арвянуз и укудо хал арва сан депалянди ханз мочо зару ханзм зару шибия чоан кез я зару шихана плюс что ку жадо мотхани так укудо хавар Хасан шижик хажте хаваз ва сайд укузмети нисана шидиач лих ваштедан Хасани. Известный писатель родился 20 августа 1924 года в селении Сагапши. Небольшую экскурсию по местам, где родился и рос будущий мастер пера, проводит родственник писателя Абдул-Мажид Боков, проживающий в селе. Чуть больше о любимом дедушке узнает и внучка Лида. Честно признается, таких подробностей о нем не знала. Мы здесь ходили, наблюдали за теми местами, в которых он рос, жил. И все это, конечно же, требует учета, требует внимания, и я надеюсь, тешу себя такими надеждами, что получится, может быть, у меня, может быть, у кого-то еще как-то все это собрать воедино и действительно, чтобы это заняло достойное место в культурной жизни нашей республики. В детстве, вспоминает Элида, они часто пробирались в кабинет дедушки, когда он работал. Всего себя он отдавал любимому делу, не раз занимался поиском реальных фактов и событий, встречался с людьми, из которых составлял образы будущих героев. Многие списаны с соседей и односельчан. Я помню, как папа мне приводил цитату Сергея Михалкова, который как раз-таки, выступая на одном из заседаний Союза писателей СССР, он как раз таки говорил, что в одном маленьком селе живет, работает такой писатель Ахмед Боков, который пишет о тех людях, которые непосредственно с ним рядом живут, окружают его. Это простые работники, рабочие, крестьяне, то есть обычные люди, но тем не менее он их в своих произведениях, так сказать, описал. А в романе «Судьба» прототипом персонажа Гайтамира стал прадедушка писателя. Его могилу Ахмед Боков искал долго и, наконец, нашел на этом высоком холме. В произведении рассказывается о насильственном выселении в середине XIX века в Турцию горцев Северного Кавказа. В начале первой главы Ахмед Боков описывает гибель своего родственника. Я хам оттек, одер хасис килд я хам оттек. Из гуавя чолте хава. Вот овож из мух бен ла пурга хам ян тикишметсан орчу не катул орчу гор чар ворт чар ачмакитинге тикиш из халаккерч валчан гор муқиqa гор да я хатикиш виса з вен да я намчу хавцур ду хаяка чолте аз ла даштулден чолте ха штизик ста чолте что ворда би қалбаш барги бен цбиqa халаха سنسيلا سنتكينش كات أحمد وحدو ترى أبيستج درك لق جود واقش قيرخ شرط والتدابير لافش زياخش. В 1868 году, потеряв многих близких на чужбине, семья Боковых возвращается из Турции в Сагапши. Жилось им непросто, а после ранней смерти отца, вспоминает Абдул-Мажид Боков, писателя с его братьями и сестрой воспитывала мать Гушурхан Цычоева. Несмотря на тяжелое материальное положение, дети посещали школу. Она также стала еще одним пунктом экскурсии. Здесь, в 8-й школе, Ахмед Боков начал учиться в 1938 году. В селении Сагапши начал он свой творческий путь и сейчас занимает достойное место в ряду тех, кто обогатил литературную сокровищницу народа, отмечает Абдул-Мажид. Правда, для него писатель был еще заботливым двоюродным братом отца. Не такой девуш, да, строгий волос, серьезный волос, что-то галтел, чоху, девуш, ватер, такедуш, докедуш, хасте, это да, это, он нис рухосен, каист рухос, амелдыш, такедуш, девуш варкас. Звезда среди звезд, к юрскому горизонту. Мы вернемся, Нани. Багровые зори. Рассказы. Честь. Мой спутник. Последняя ночь. Буран. О творчестве первого народного писателя Чечено-Ингушетии Ахмеда Бокова красноречиво говорит количество проданных книг. Общий тираж его изданий составил около 3 миллионов экземпляров. Этот показатель является рекордным не только в ингушской литературе, но и в творчестве писателей всех Кавказских республик. Он очень ярко, правдиво, искренне показал ингушский народ. А с другой стороны, у него язык, ингушский язык, он бесподобно
такой мягкий, выверенный. Очень мало у нас писателей, которые пишут на ингушском языке так хорошо, так понятно, так просто, скажем так. Ахмеда Бокова не стало 2 апреля 2006 года. Через 2 дня после его смерти вышел указ президента России Владимира Путина о награждении писателя орденом Дружбы за заслуги в области культуры, искусства и за многолетнюю плодотворную работу. Сегодня его имя носит проспект в столице республики и 19-я школа селения Сагапши. Память об именитом ингушском писателе живет в его произведениях, а судя по их популярности, по сей день она никогда не меркнет. Дана Плиева, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.